Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. В современном мире большое внимание уделяется информации. Оно и правильно, ведь всем давно известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но здесь важно понимать тонкую грань, где информация проверенная и достоверная, а где фейковая. Законодательство сегодня жестко регламентирует не только средства массовой информации, но и граждан. О том, как не попасть в неприятную ситуацию за, например, репост с чужой страницы или за поддержку чьего бы то ни было мнения, нам расскажет сегодняшняя гостья, адвокат по правовым вопросам в области медиа Галина Антанец. Добрый вечер, Галина. Здравствуйте. Давайте начнем сразу с такого дисклеймера, начнем с объяснения. Вот сейчас в связи с последней ситуацией в мире, в связи с военной операцией, которую проводит Украина, действующими законами военного времени, вышли и соответствующие законы или поправки в существующие законы, да, касающиеся распространения недостоверной информации или порочащей вооруженные силы, или... Причем они очень оперативно вышли. Это такие законы, которые мало того, что были приняты быстро, они еще и вступили в действие очень быстро. То есть такая была оперативность законодателей. Вот. Да. Поэтому вот про эти законы, да? Да. Вот давайте поподробнее. Вот смотрите, получается, что у нас в начале марта были приняты законы, а именно были введены 4 статьи, 3 в Уголовный кодекс, новые статьи, и 1 статья в Кодекс об административных правонарушениях. Эти статьи касаются следующего. Статья 207.3 Уголовного кодекса, она предусматривает ответственность за распространение недостоверной, заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил Российской Федерации, применении вооруженных сил Российской Федерации. Там действительно очень жесткие меры наказания. То есть мало того, что там штраф до 1,5 миллиона рублей, еще кроме того можно получить реальный срок до 15 лет колонии. Причем это ведь касается не только средств массовой информации, но абсолютно и всех. абсолютно Да, всех. в данном случае закон не делит. И нужно понимать, если мы говорим про Уголовный кодекс, Уголовный кодекс у нас всегда наказывает человека. А СМИ это у нас определенная, скажем так, организация, определенное чаще всего юрлицо. То есть здесь, вот в данном случае, если мы говорим про Уголовный кодекс, он предусматривает конкретную ответственность, то есть эти 1,5 миллиона и эти 15 лет для конкретного пользователя, который распространил фейк. Кроме того, была введена статья новая 280.3 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию применения вооруженных сил. То есть если первая это фейк, то есть когда недостоверную информацию распространили, а вторая статья, она, скажем так, когда высказывается какое-то, скажем так, оценочное, может быть, даже мнение, суждение, но при этом оно дискредитирует публично применение вооруженных сил Российской Федерации. Третья статья, которая была введена в Уголовный кодекс, это 284.3. Это статья, которая предусматривает наказание за призывы к введению санкций в отношении Российской Федерации и в отношении организаций. Кроме того, была проведена такая, это называю, как преюдиция административная, то есть вот эта вот статья за дискредитацию вооруженных сил, она применяется только в том случае, если изначально человек привлекался к административной ответственности. Новая статья у нас, опять же, 20.3.3. Она имеет такую же точную формулировку, как уголовная статья, то есть публичная дискредитация применения вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Но, соответственно, там более мягкие штрафы. То есть там в первом случае до 50 тысяч рублей можно штраф получить, но если вот эти вот, скажем так, публичные действия про дискредитации привлекли к тому, к каким-то незаконным митингам, к незаконным публичным мероприятиям, то там штрафы увеличатся кратно, они достигают сотни тысяч рублей уже. Как эта статья действует? Допустим, человек каким-то образом дискредитировал, по мнению, скажем так, правоохранительных органов применение вооруженных сил Российской Федерации, применяется к нему штраф, первый раз, наказание. И таких штрафов, вот я могу сказать, закон принят в начале марта, то есть в месяц, в принципе, как он действует, очень много. То есть в отличие от других законов о фейках, вот, о информации, они применялись достаточно слабо, даже коронавирусные законы о фейках применялись слабо. В данном случае здесь уже идет речь о привлечении сотни случаев по всей стране, привлечение к ответственности по данной статье. И если, соответственно, человек привлекается сначала по административной, в течение года он допускает повторное нарушение, за повторное он может быть привлечен уже к уголовной. А может или должен?
Может. Ведь что интересно в данном случае, чтобы вот вопрос, который всегда возникает, когда эти законы приняли, а что делать вот с теми постами, которые у нас были до 4 марта? То есть 4 марта эти законы приняты, нужно ли их удалять и действует на них закон? Если мы говорим про уголовный кодекс, то там действительно закон обратной силы не имеет. И вот, может быть, там какие-то были у кого-то резкие высказывания, посты, начиная там с 24 февраля, и на них данный закон, именно уголовная статья Не о фейках, распространяется. не распространяется. Но если мы говорим об административной статье по дискредитации, то в административном кодексе, в административном праве, здесь вот когда обнаружили нарушение, когда обнаружили пост, зафиксировали его, тогда и считается, что нарушение обнаружено. То есть, соответственно, что если вдруг сейчас кто-то у вас обнаружит на странице пост, который был размещен 25 февраля, допустим, ну не у вас, там у кого-то, да, его сегодня зафиксировали, и, соответственно, это будет длящимся правонарушением, с сегодняшнего дня считается, что вы вот нарушили в данном случае законодательство. Поэтому... То есть пока я этот пост не удалила, Да. мое правонарушение длящееся. Да, но длящееся оно будет. То есть можно наказать как раз по этой вот статье 20.3.3 КАП за дискредитацию, публичная дискредитация применения вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Соответственно, что могут штрафовать? Да несколько постов. Уголовно не накажут, да. Ну, оштрафовать могут. Ну, даже не нужно забывать, понимаете, да, вот эти вот новые, можно сказать, законы о фейках про спецоперацию и применение вооруженных сил, если мы говорим про фейковую уголовную. Но у нас же и до этого были законы о фейках. То есть, в принципе, за фейковую информацию могут привлечь не только по этой вот статье специальной, которая возникла, но и по тем, которые ранее были. Поэтому... Ну, это фейки о коронавирусе были. И просто были фейки. То есть, да, просто были фейки тоже, да? Но там же есть такая штука, как заведомый фейк. То есть, если... Там же надо еще доказать, что я знала, что это фейк, Нет. когда... Нет? Вот с точки зрения применения данной статьи, как в данном случае применитель, как суды рассматривают заведомость. Это не только то, что вы знали, что это неправда, но еще вы не приняли надлежащих мер для того, чтобы установить, что это правда или нет. То есть вы должны убедиться, что это правда, знать точно, что это правда, иметь для этого доказательства, то есть проверить информацию и потом ее публиковать. А если, допустим, вот вы уверены, что это правда, но не проверили, то есть ваша уверенность вас не освобождает от ответственности. Вот так статья применяется. То есть не просто, что вот вы заведомо знали, что это неправда, и у вас был умысел, но если вы не проверили надлежащим образом, здесь перекликается, вот когда уголовная статья по клевете, она также действует. Ведь клевета в уголовном, именно если мы берем плане, это когда вы заведомо распространяете недостоверную информацию о ком-то порочащую. Вот когда эта статья применяется, каждый раз, может быть, вы и не знали, что это неправда, а может быть, вы знали, что это правда. Проверьте информацию. То есть вот здесь вот... То есть тут, по сути, получается, на человека возлагаются функции, ну, практически средства массовой информации. То есть, ну вот как? Если по закону о СМИ, по закону о СМИ, журналист должны обязан проверять достоверность информации. проверить, то есть и также и обычный гражданин тоже Обычный должен... гражданин тоже, да. То есть в данном случае информацию, которую вы публикуете, вы должны не просто там, допустим, быть уверены, что она правдивая, вы должны еще и проверить ее. То есть вот так эта статья применяется. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Так, ну с фейками более-менее понятно. А, кстати, вот если это репост просто, если ну, кто-то опубликовал у себя, я решила, что... Ну, источник стоит моего доверия, например, и сделала репост просто. За репост отвечаете вы. То есть репост – это один из способов распространения информации. И, соответственно, что если вы репостнули, причем вы даже можете быть не согласны, причем даже может выглядеть так, что вы репостнули и написали, посмотрите, какую ерунду кто-то разместил. То есть вы изначально своей подводкой как бы поставили под сомнение данную информацию, но вы у себя на странице ее разместили. То есть вы уже, несмотря на свою подводку, распространили вот эту вот, допустим, недостоверную или какую-то экстремистскую или иную информацию. То есть подводка не имеет значения. Репост – это правонарушение, оно приравнивается к тому, что вы написали, по сути, сами. Причем привлечь за репост могут именно того, кто сделал репост, но не привлекать первоначального автора этого сообщения. Ну, допустим, его невозможно установить. Допустим, он за границей. За границей живет, да. И, конечно же, скажем так, возможности наказать того, кто живет здесь и кто эту информацию распространил, больше и очевиднее. Ведь, в принципе, это все направлено на пресечение распространения данной информации, чтобы ее не было. То есть не просто на наказание, но еще там
там и предусмотрена и блокировка, и обязанность удалить эту информацию и так далее. То есть репост, да, за репост наказываются. За лайки нет. Лайк не является в данном случае способом распространения информации. То есть лайк — это просто нравится, не нравится поставить, но каким-либо образом это у вас на странице не отображается. Вот. Поэтому за лайк не наказывают, за лайк ни уголовные дела не возбуждают, никаких наказаний нет. То есть, ну, мой репост — моя ответственность. Да, ваш репост — ваша ответственность. Понятно. Нет, а если я написала, что вот смотрите, какой фейк, вот... Вы процитировали этот фейк, то есть вы его распространили, понимаете? То есть даже написав, судя какой фейк, вы все равно его распространили. Это как, ну, грубо говоря, вот у нас есть статья по публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики, да? То есть ведь эта статья работает именно так, что независимо от всего, если вы и распространили у себя эту символику, атрибутику, то уже по закону вы уже являетесь в данном случае ее распространителем и можете быть наказаны административным штрафом. Да, там штраф небольшой, но тем не менее вот эта статья работает так. И вот хотя были 2 года назад в нее там определенные изменения внесено, примечание, вот, что если там при распространении, допустим, символики идет осуждение там этой вот идеологии и всячески там прописывается, что это плохо, что так делать нельзя, тогда да, тогда еще могут от ответственности освободить. А так просто формальная картинка, как вот с учебника истории, с нацистской символикой, атрибутикой, которая у себя размещена, какой-нибудь там мем сделать с фильма там вот про 17 мгновений весны и тому подобное, за это наказывают. Наказывают очень много. Это очень неприятная статья, к сожалению. Ну вот, по ней наказывают. Причем, так как это административная статья, то, как я уже говорила, срока давности применения там, по сути, нету. То есть можно найти пост 10 лет недавности, зафиксировать сегодня, и будет считаться, что нарушение возникло сегодня. И там не имеет, там вот формулировка самой статьи, там не имеет значения, есть пропаганда или нет. Там потому что публичная демонстрация символики, атрибутики. Без пропаганды. То есть там нет такого, что обязательно должна быть пропаганда. Вот. Такая неприятная статья, я очень не люблю ее. Вот. Но бывали случаи привлечения? Да? Конечно, да. Это очень много случаев привлечения. Причем же здесь работает не только на нацистскую символику, атрибутику, на всем понятный коловрат. Под вот эту вот запрещенную символику попали, допустим, вот все славянские символы. То есть всякие вот там свадебники, там еще что-то. Они, оказывается, все тоже внесены в реестр запрещенной символики, атрибутики, потому что они содержатся в книге, если не ошибаюсь, «Славянские веды». Это книга, которая признана экстремистским материалом, внесена в перечень экстремистских материалов. Вот. Но это то же самое, просто какая-то организация, которая ведет экстремистскую деятельность, вела, вернее, она сейчас запрещена, решила описать эти вот, скажем так, символы у себя в книге. Организацию запретили, книгу запретили, и следом пошло у нас и все вот эти вот красивые символы. Вот. Поэтому очень, говорю, что неприятно и обидно, потому что у меня было очень много дел, когда, допустим, вот в ювелирных магазинах изымают всякие вот эти вот, господи, там обереги, подвесочки, там, обереги, да, которые славянские, которые там всякие там вот хорошие такие вроде бы несут позитивный смысл. Просто формально изымают и привлекают к ответственности, наказывают за публичную демонстрацию и распространение вот символики. Там же не только нацистской и экстремистской символики, атрибутики. Иногда удается отбиваться. Но там, понимаете, штраф составляет, там, допустим, 2-3 тысячи рублей. Нанять адвоката составляет дороже, сделать экспертизу, что это не экстремист, составляет дороже, и человеку бывает проще заплатить штраф. В общем, лучше якутские украшения носить. Наша символика и атрибутика точно не под запретом. Значит, с фейками понятно, более-менее. Давайте ко второму закону, тоже уголовному, который за дискредитацию, порочащую деятельность вооруженных сил. Вооруженных сил, да. Ну, сюда вот я уже сказала, что почти эта статья применяется, наверное, ну, все мы в медиаполе живем, все мы видим, что как это, допустим, выходит человек вот с плакатом, с каким-то, который вроде бы составляет определенную там нейтральное, там, скажем так, содержание плаката, но при этом его задерживают и как раз вот за дискредитацию по этой статье 20.3.3 привлекают. Вот, чаще всего. Возникает вопрос, почему, если, допустим, там, просто какое-нибудь слово «мир» написано,
или там еще что-то, какие-нибудь стихи написаны. Здесь нужно понимать, что привлекают-то, в принципе, не за содержание данного плаката. То есть давайте вот, мне очень не нравится вот эта вот манипуляция, вот, что вот человека наказали за слово «мир». Да не за слово «мир» наказали. Наказали за то, что в данном случае он же выходит на вот какой-то одиночный пикет или митинг. Для чего? Чтобы каким-то образом протестовать вот против вот того, что как спецоперации, которая сейчас проводится со стороны Российской Федерации. И тем самым считается, что вот дискредитируют. Ну то есть вот оттуда, потому Да, что то есть были же случаи описаны, когда человек выходил с плакатом, где просто там 3 звездочки, 5 звездочек. Можно вообще с пустым плакатом выйти, не имеет значения в данном случае содержание плаката. Потому что когда здесь оценивается судом, вот я сколько решений прочитала, оценивается не столько содержание плаката, а вот сам этот перформанс, сама эта акция. То есть она на что направлена, вы почему вышли, зачем вы вышли. Человек говорит, я вышел потому что, вот потому что. И в данном случае это считается дискредитацией, вот, публичной дискредитацией применения и использования вооруженных сил Российской Федерации. Вот таким образом. Поэтому не имеет значения, что там 3 звездочки или там солнышко нарисовано или еще что-нибудь. Но потом это все вот в информационном поле очень хорошо так выворачивается, вот определенная манипуляция, что наказали за слово. Да не за слово наказали. Ну, таких манипуляций. Это как раз вот тот случай, когда вот мы говорим с вами про фейки, когда вы можете, вот прочитав это, действительно, вот формально же это выглядит. Человек вышел с картинкой «Мир», его наказали административно. Это выглядит, что наказали за картинку «Мир». Да не за это наказали за другое. Смотрим документы, читаем внимательно постановление суда. То есть подмена понятий происходит? Полностью подмена понятий, да, когда одно и то же действие трактуется совершенно неправильно, совершенно для того, чтобы, опять же, сама трактовка действий уже дискредитирует, скажем так, ситуацию. Вот, так что здесь вот, нужно быть, скажем так, осторожнее. И вот тут как раз на первый раз штраф, на второй раз уголовное, На да? второй штраф, на второй может быть возбуждено уголовное дело. То есть если первый раз привлеклись к ответственности по административной статье, то второй раз человека уже могут возбудить уголовное дело, соответственно, что какая-то там акция была проведена по 280.3. Там тоже есть помимо штрафов еще реальный срок лишения свободы до 5 лет. Так, значит, на всякий случай ничего не репостим, с плакатами ни с какими не выходим. А что там с дискредитацией органов госвласти Российской Федерации, которые находятся за рубежом? Это прям вообще очень свежий закон. Закон, который буквально, если не ошибаюсь, вчера вступил в законную силу. То есть это вот еще была дополнительная статья, в 280.3 была введена дополнительный пункт, где предусматривается ответственность за дискредитацию деятельности государственных органов, которые находятся за пределами Российской Федерации. Ну, это посольство, да? Нет, это не только... Ну, посольство – это самое очевидное. Это не только посольство. Это может быть... А, кстати, вот выход к посольству – это дискредитация? Выход к посольству с какими-либо этими самыми? Ну, да. Мы же не будем не будет суд, как мы граждан наказывать. Это вот... Они же выходят к нашему посольству в других странах, там действует другое законодательство, да. Здесь, в данном случае, речь может идти не только о деятельности посольства, но о деятельности вообще чиновников и каких-либо там органов государственной власти за пределами Российской Федерации. То есть там, ну, допустим, там, вот, не знаю, там Росгвардии, к примеру. То есть вот там каких-то сотрудников там ФСБ, там вот таким образом. А если торговое представительство? Торговое представительство. Тоже, вот, да, тоже, конечно, да? То есть в данном случае дискредитация любая, вот публичная дискредитация деятельности данных органов. То есть какое-нибудь там ведение переговоров торговых, там какая-нибудь там, может быть, ведение там на бирже торгов и что-нибудь, какая-нибудь дискредитация вот с этим связана. То есть не обязательно это посольство. Посольство – это самое такое прямое, понятное. Но опять же, вот я сейчас говорю про эту статью. Пока не будет практики применения, мы не поймем, о чем именно до конца, в данном случае хотел сказать законодатель, когда эту статью вводил. То есть какая необходимость была ее введения. Потому что вот если вот под этим статьям, которые введены 4 марта, уже практика есть, уже хотя бы есть какое-то понимание, как наказывают, за что, за какие действия. Ну, прецедент есть. Да, есть прецедент. То есть уже я могу там вот сказать своим клиентам, вот тут соломки подстелите, вот тут, пожалуйста, аккуратненько будьте. То вот здесь пока вот не будет какой-то практики, совершенно непонятно. Статья таким образом сформулирована, что она очень дает большой простор ее применения. То есть там нет таких вот точных формулировок, за что будут наказывать. Соответственно, когда точных формулировок нету, наказать можно за многое.
А для чего она? Тоже пока непонятно, да? Я думаю, что вообще все вот эти вот статьи, все вот эти последние нормы, которые приняты, они, в принципе, связаны с тем, что вот информационным шумом, беспрецедентным, вот этим потоком негативной, ложной, извините, да, грязной, ужасающей информации, потока, который идет. Потому что реально вот поток информации, с которым сейчас столкнулись, это просто беспрецедентно. То есть я вот больше 20 лет работаю со СМИ, с блогерами, то есть с информационным правом, и вот то, что сейчас творится, это просто вот такого не было никогда. И как-то этому нужно противостоять, ну, каким-то образом. Ну, как противостоять? Я всегда говорю, что если нет самоцензуры, всегда возникает внешняя цензура, всегда возникает цензура от законодателя. Но при этом, вот, в принципе, я достаточно хорошо знаю информационное законодательство других стран, и я скажу, у нас не самые жесткие законы. То есть это вот какой-то вот, есть такой миф, что якобы вот у нас такие драконовские законы и тому подобное. Да нет, вот, если взять законы европейских стран, там, допустим, вот жесточайшее наказание за отрицание геноцида, допустим, армян. Можно просто, отрицая то, что геноцид был, попасть в тюрьму. То есть реально есть случаи привлечения к ответственности. Он такой вот самый такой яркий пример. Там тоже очень жесткие законы, как бы если не жестче у нас. Или вот яркий случай, когда в Великобритании человек написал пост в Фейсбуке, где высказался про то, что он хочет убить королеву Англии. Его реально осудили на реальный срок. То есть на несколько лет лишения свободы. Поэтому вот этот миф, что якобы у нас такие жесткие законы, да, вот то, что позволяет у нас, скажем так, достаточно свободно можно говорить, общаться и так далее. Ну, в общем, это все связано с информационной войной, да, Да, идущей, конечно. и с потоком пропаганды. Пропаганды, фейковой пропаганды, недостоверной информации, потому что сейчас же вообще нужно понимать, что, смотрите, вот в каждый период времени истории человечества всегда есть своя определенная валюта. Когда-то там ценились там лес, когда-то ценился там, не знаю, там какие-то другие, когда-то там нефть, еще что-то, золото. Сейчас у нас наша главная валюта – это информация. То есть она стоит дороже всего, и с помощью ее можно, скажем так, определенные вещи делать, деньги зарабатывать или, наоборот, их терять. Вот, побеждать войны с помощью информации. Мы с вами вот прекрасно это видим, как, помните же, то есть пробиркой помахали и вошли в враг, да, разбомбили, а оказалось, что там ничего не было. То есть это вот этот вот случай. Информация сейчас имеет огромную ценность. Вот. Так, значит, ну, с этим понятно более-менее тогда. Вот еще такая вещь. Раньше как-то законодательство отделяло блогеров от там, обычных пользователей соцсетей, так скажем. Да? То есть там была какая-то норма, что если у тебя там сколько-то тысяч подписчиков, то... Это мой любимый миф. Тогда знаете, да. ты как СМИ, а если у тебя там мама, бабушка и двоюродная сестра, то ты как бы в домике. Нет, это не так. В данном случае, откуда все пошло? Действительно, лет 5 назад был введен в закон об информации, информационных технологий и защите информации, выговорила, была введена статья, которая предусматривала, что если вы ведете аккаунт в сети Инстаграм, у вас там более 3000 подписчиков, то вы должны зарегистрироваться в Роскомнадзоре, встать на учет, и в данном случае вы будете официально блогером. То есть примерно так звучала статья, это вот она очень большая, я перевожу ее на русский язык. Вот. И эта статья просуществовала 8 месяцев. Ее очень громко приняли, про нее очень громко говорили. Ни один блогер не зарегистрировался в Роскомнадзоре, потому что Роскомнадзор сам, по-моему, не понимал, как их регистрировать, реестр так и не создали. В итоге этот закон тихо отменили, но в памяти людей осталось, что блогер – это тот, у кого там 3000 подписчиков, и он приравнивается к СМИ. Нет такого, не приравнивается он к СМИ. То есть что существует сейчас? Если у вас подписчики мама, папа, там, родной брат и ваша собака, вот, то вы считаетесь блогером. Все. То есть в данном случае блогер – это просто человек, ведущий в социальных сетях свои аккаунты, у которого есть подписчик, который информацию распространяет. Не имеет значения количество, не имеет значения в данном случае регистрации и тому подобное. Вы блогер. И на вас действуют те же самые законы, которые действуют в принципе на всех. Закон на СМИ распространяется только на СМИ, зарегистрированный в Роскомнадзоре. Для ответственности блогера это просто закон, уголовный кодекс, административный, гражданский. Так, хорошо. А как тогда с закрытыми аккаунтами? Закрытый аккаунт, но если на него хоть кто-то подписан, если он информацию распространяется, то считается публичное распространение. То есть, вот все равно, да? Конечно. То есть даже я сделала пост, закрыла для друзей. Если вас читает в данном случае хоть один человек, это не личная переписка, это считается публичной распространение информации. То есть, вот, допустим, пример приведу, если мы говорим про оскорбление. Когда вам в личной переписке кто-то что-то написал, каким-либо образом словом там некрасивым обозвал, это не будет считаться с точки вот статьи 5.61 КоАП оскорблением, потому что нету публичности.
Потому что в данном случае это был вот ваш личный разговор. То есть всегда эта статья предусматривает публичность. А если, допустим, где-то там уже кто-то слышал это, допустим, там это WhatsApp-чат, у вас там 3 собеседника, каким-то образом негативно высказались, это вот уже будет оскорбление. То есть больше одного. Когда 2, это личная переписка. Когда 3, это уже публично. Соответственно, что если на вашем аккаунте кто-то подписан, вас читает там даже 3-4 человека, считается, что да, вы закрыты от всех, но все равно кто-то вот из тех, кто читает, может написать заявление. Приложить скриншот и привлечь Да. по статье. Понятно. А вот смотрите, тогда с WhatsApp как быть? Когда Мета была признана экстремистской организацией, запретили на территории Российской Федерации, ну, ограничили, так скажем, действия Фейсбука и Инстаграма, про WhatsApp говорилось то, что это вроде как мессенджер, не средство публичного общения, поэтому... Да, давайте расскажу. Здесь тоже очень много мифов и заблуждений. Значит, смотрите, идем по порядку. Что у нас случилось изначально? Изначально Генеральная прокуратура вынесла требование, по которому потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к социальной сети Facebook. Это было, если не ошибаюсь, 4 марта, вот где-то примерно в число начала марта. И, соответственно, Роскомнадзор это распоряжение выполняет, ограничивает доступ, и вы просто не можете без VPN зайти, чтобы открыть свою страницу в Фейсбуке. Через неделю такое же точно распоряжение от имени Генеральной прокуратуры было в отношении Инстаграма. И уже тоже Инстаграм, скажем так, был заблокирован, без VPN не можно зайти. И только 21 марта, то есть вот почти через 2 недели после вот этого вот запрета, скажем так, доступа, было решение суда Таганского городского суда, если не ошибаюсь, или Тверского, ну, суда Тверского суда города Москвы, где прокуратура зашла с иском и потребовала признать деятельность компании Мета экстремистской. И здесь очень важны формулировки. Компанию Мета никто не признавал экстремистской организацией. То есть, если мы посмотрим решение суда, которое опубликовано на сайте, там написано, ну, примерно так вот, почти дословно, что признать деятельность компании Мета по осуществлению на территории Российской Федерации социальных сетей Facebook и Instagram в данном случае экстремистской. То есть примерно такая формулировка. Все, точка. То есть там нигде не сказано в решении суда, что компания Мета признана экстремистской. Там нигде не сказано в решении суда, что Facebook и Instagram экстремистские организации. То есть вот примерно так звучит. Запретить деятельность Мета в связи с тем, что они через Facebook и Instagram ведут определенную экстремистскую деятельность. Что еще в этом решении очень интересно? В этом решении дословно написано, что деятельность граждан по ведению своих аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram, граждан юрлиц, не будет в данном случае приравниваться к экстремистской деятельности. То есть, поэтому из этого вот решения, в принципе, стало понятно, когда оно было опубликовано, что если у вас аккаунт там, и вы там ведете, вы не будете экстремистом. То есть, в принципе, VPN вам в помощь, заходите туда, если хотите, ведите вот свои, скажем так, аккаунты, и экстремистами вы не будете. От чего нужно обезопаситься? Я бы не рекомендовала оплачивать каким-либо там рекламу, таргетинг и тому подобное на тех площадках, потому что это финансирование экстремистской деятельности, не организации. Деятельности. Да, это экстремистская деятельность может быть признана, может быть, я не знаю, это мы пока только предполагаем, практики нету. Вот. И я бы, конечно, от этого вот ограничилась. Ну, кроме того, насколько я знаю, все государственные органы, муниципальные органы власти ушли, скажем так, с этих площадок, перешли там в Одноклассники, ВКонтакте, в Телеграм. Вот. Что касается использования картиночек, вот от логотипов Инстаграм, Фейсбук. Да, вот тут как раз вопрос от телезрителя, что у меня на зеркале и в различных материалах есть значок Инстаграм и WhatsApp, а их, я понимаю, запретили все. WhatsApp вообще не запретили, WhatsApp вообще абсолютно не трогали, то есть в этом решении нет ни слова про WhatsApp, то есть речь идет только Instagram, Facebook, поэтому WhatsApp пользуйтесь на здоровье, потому что он никак не коснулся эта деятельность. Я, смотрите, я считаю... Значок Инстаграма. Значок Инстаграма и Фейсбука. Я считаю, что можно ими пользоваться, можно в данном случае их распространять, их размещать, даже без всякого дисклейма, что... запрещено в России. Запрещено в России. Ну вот я так считаю, исходя из моей практики, вот вообще потому что запретить, почему нельзя размещать? Потому что это символика, атрибутика экстремистской организации? Нет, это не признано экстремистской организацией. Эта символика является экстремистской, тоже не является. То есть Фейсбук сам, именно Инстаграм как организацию вообще не признавали экстремистскими. То есть поэтому вот с точки зрения логики закона, вот эти вот, скажем так, квадратики, вот эти вот можно спокойно размещать, это не будет нарушением закона. И даже штрафа не будет за это? Вот смотрите,
Я, как юрист, считаю, что штрафа не будет. Я свободно размещаю и даже, вот, грубо говоря, не парюсь. Но пока не будет какого-то официального разъяснения Роскомнадзора, я его до сих пор очень жду, Генеральной прокуратуры, и пока не будет практики применения вот в данных статьях по этим На всякий случай значки лучше замазать Да, пока. ну я видела даже в магазинах на пачках замазывают маркером черным. Ну вот я использую, я считаю, что в данном случае, ну я отобьюсь, ну нет же у каждого меня рядом, правильно? То есть не каждый адвокат. Я считаю, что это не является нарушением закона. Вот если логике закона следовать и применению, это не, ну, можно спокойно значки эти использовать. Вот, поэтому... А в речи, когда мы должны говорить, ну вот в данном случае у нас публичное с вами мероприятие, Да. и мы должны говорить, что Вы Инстаграм запрещенный в российской. Вы средство массовой информации. И, соответственно, что вы, как же, опять же, я рекомендую, что если мы говорим компания Мета, мы это каждый раз уже проговариваем, компания Мета, деятельность которой признана экстремистской. Но если мы говорим про Facebook и Instagram, я считаю, что мы не должны упоминать, что в данном случае, потому что деятельность Facebook и Instagram не признана экстремистской, а признана именно компанией Meta. И у компании Meta свой логотип, вот эта восьмерочка. То есть если мы ее размещаем, да, конечно, да, мы должны там как-то указывать. Вот. Но вот если прям совсем, конечно, параноика включить, то лучше вообще везде все указывать, потому что не знаешь, откуда прилетит. Хорошо, теперь про WhatsApp. Поскольку он, значит, не признан там и так далее, но тем не менее, вот к слову о предыдущих законах, о распространении там этих фейков и так далее, в WhatsApp же есть там чаты, и если ты переслал в чат какой-то общий, где там какое-то количество участников. Это, по сути, репост. И за него отвечаешь. То есть за любую пересылку, допустим, это понятно, что это чужая информация, но, соответственно, ты за нее отвечаешь. А в WhatsApp же что еще прекрасно? В WhatsApp, в отличие от Телеграма, если ты не в контактах, ну, то там есть, в Телеграме есть определенная анонимность. В WhatsApp практически анонимности нету, там очень легко через номер телефона установить, кто это сделал. То есть в этом случае WhatsApp вот он открытый, скажем так. Но при этом, если в Телеграме понятно, откуда ты переслал это сообщение, то в WhatsApp оно теряется. Да. Оно просто переслано, и ты становишься всё. в данном случае распространителем информации. Так и происходит, да. То есть вот ты сделал, получается, репост, ты туда в группу разместил, соответственно, независимо от того, что ты не являешься автором, да даже если можно автора установить, то есть вот закон действует так, что он может наказать тех, кто репосты делает, но не наказывать автора первоисточника. То есть вот таких случаев очень много. Вот, поэтому здесь нужно То быть... есть, в принципе, пересылая в WhatsApp какое-то сообщение, вы тем самым- какое-то сообщение, тем самым вы... Ваша личная ответственность, конечно. То есть личная ответственность того, кто пересылает. И аргумент насчет того, что это я не автор, я увидела это у другого и переслала, он в суде не освобождает от ответственности. Ага. То есть вот то, о чем мы говорили в начале, нужно проверять информацию, Нужно прежде проверять чем информацию, ее да. репостить. Да, нужно проверять информацию, потому что ну, очень много за репост наказаний, очень много. То есть это в данном случае люди не понимают, считают, что если они не автор, а просто поделились какой-то чужой информацией, не имеет значения. У нас по закону отвечает не только автор, но и распространитель. То есть если я, опять же, кому-то отправила в личном сообщении что-то, это личная переписка. А если в общий чат, Публично это будет. в данном Это случае- уже публично. Да, это уже будет публично. даже если это чат там родственников или... Да какая разница? Коллег. Больше одного – это уже публичность. А у нас каждая статья, если мы говорим статья по клевете, там вот все дефамационные статьи по фейкам, там везде идет слово, что это должно быть публично, общедоступно и тому подобное. Вот, вот таким образом. Так, хорошо. Давайте вернемся тогда к запрещенным в России, я все-таки скажу, Фейсбуку и Инстаграм. VPN. VPN. Какие есть риски пользования VPN? То есть вот как я слышала, да, что некоторые VPN работают, некоторые или все, не знаю, работают так, что когда я сижу как бы с чьего-то адреса, то в это же самое время кто-то сидит с моего IP-адреса, вот, и непонятно, что там делает. И если вдруг он, не дай бог, там что-то экстремистское распространяет, меня могут вычислить по этому, по IP и меня привлечь. Это миф или это... по-другому работает? Ну, во-первых, нужно понимать, что есть, опять же, в моей практике случаи, когда человек, чтобы скрыться от ответственности, вообще пошел в компьютерный салон, зашел через кучу VPN-ов, разместил определенную информацию и решил тем самым, что вот он скрылся от ответственности. Вот. Отдел К в Хабаровском крае, кстати,
прекрасно, буквально там за несколько дней нашел и всю дорожку, вот это вот переключение VPN-ов, и нашел, откуда это было сделано, откуда было размещено. Потому что там же не только по IP можно обнаружить, где это было, там еще куча других данных, которые, скажем так, видит тот, кому принадлежит этот сайт, принадлежит ресурс, принадлежит социальная сеть. Эта информация все, скажем так, по запросу органов правоохранительных выдается, но только не Фейсбуком, Инстаграмом, и, соответственно, размещается. В VPN есть другая опасность. Мы, пользуясь VPN, мы должны понимать, что VPN, это вот представьте, вот у меня в руках телефон, я куда-то захожу, а VPN это человек, который стоит мне за спиной и все видит, что я делаю. То есть VPN это в данном случае сервис, через который мы пропускаем вот свой трафик. И он видит все. Он видит все ваши персональные данные, все ваши пароли, которые вы вводите, какую-то другую, что вы посещаете. То есть полностью информацию собирает о вас. Кто за этим VPN стоит, собирает информацию, мы не знаем. То есть, по сути, мы доверяем чужому человеку, незнакомому нам, неизвестному, полностью информацию о нас. Куда мы ходим, что мы заглядываем, какие пароли мы вводим. Что мы делаем? В том числе и от банковских карт? Вот я слышала, что в том числе и от банковских карт. В прошлом году был такой большой скандал, про это «Коммерсант» даже писал, что один из VPN-сервисов слил огромное количество информации, данных пользователей, который получил, как раз вот представляем доступ к VPN. Вот, потому что непонятно, кому это было предоставлено. То есть вот таким образом это работает. И что касается еще вопроса, который постоянно возникает с VPN, можно ли пользоваться VPN, якобы там запрещено пользоваться или нет. Да, действительно есть закон, еще в 2017 году принят, который предусматривает ответственность для VPN-сервисов. То есть не для пользователей, как нас с вами, а для тех, кто эти VPN делает, он должен зарегистрироваться в Роскомнадзоре, там выполнять требования законодательства, блокировать все сайты. И, соответственно, Роскомнадзор, если это не сделано, имеет право VPN-сервисы блокировать. Ну, это такая бесконечная история. Один сервис заблокировали. Появился другой. 10 других появилось, да. Но здесь просто нужно понимать, что если уж вы продолжаете определенную там деятельность, может быть, какую-то коммерческую, там, может быть, просто блоги свои ведете в том же Инстаграме, и вам необходимо пользоваться, включать VPN, просто обыкновенная безопасность. Включили VPN, сначала закрыли все, включили VPN, зашли на страничку в Инстаграм, поработали там, не знаю, разместили фотографию, пообщались, вышли с Инстаграма, выключили VPN, и потом уже делаете все остальное. То есть не забывать про то, что когда вы пользуетесь VPN, вы не должны заходить в какие-то другие места, в том числе там... Особенно мобильные банковские приложения. Мобильные банковские приложения, еще что-то там, даже какую-то личную переписку вести в том же WhatsApp и в Телеграме я бы не рекомендовала, потому что, ну, здесь вот, может, технические специалисты сейчас посмотрят, там кто-то посмеется и тому подобное, но вот те специалисты, с которыми я общаюсь, с которыми я доверяю, они говорят про то, что, в принципе, для тех, кто содержит VPN-сервис, когда VPN-сервис включен, они могут даже сделать запись у вас с экрана. Потому что, по сути, вы полностью доверяете свой трафик вот этим вот, скажем так, посредникам. Поэтому будьте осторожны. Вот. В всяком случае, я вот как юрист-параноик, я делаю так. Я никуда не захожу. Ну, в общем, будьте осторожны, наверное, это вот какой-то еще совет. Быть осторожным, быть осторожным. Незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому нужно, скажем так, понимать, что нужно, как бы вы себя вели, если бы вот вы общались не в интернете, а просто где-то на улице, и общались бы, допустим, с каким-то родным, дорогим вам человеком. Каждый раз, когда вы какое-то слово или пост пишете в интернете, в WhatsApp, в социальных сетях, вот вы должны этим себя ограничивать, и каждый свой пост вот именно вот с этой точки зрения. А в последнее время я еще дополнительный такой, скажем так, ввела фильтр. Представьте, что вы общаетесь с ребенком. То есть вот если вы не знаете, что можно писать, что нет, то представьте, что перед вами ребенок, вы вот определенные вещи хотите написать, разместить. Это очень вот... Или не забывайте, что вас читает мама. Или не забывайте, что вас читает мама, да. И это вот очень сильно должно успокаивать и ограничивать. То есть в данном случае меньше эмоций, вот... меньше, скажем так, доверия незнакомым источникам. Спасибо вам огромное, Галина, за такой интересный, содержательный разговор. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.